27 июля средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,26 сомони за 1 доллар. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,41 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,26,70 до 10,20 сомони, 1 евро от 10,41,07 до 10,45 сомони, 1 российский рубль от 0,16,82 до 0,17,25 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром осторожно растут после данных Американского института нефти о снижении ее запасов в США, находясь чуть ниже отметки в $100 за баррель марки Brent. Марки ВТИ находятся на уровне 95,31 доллара за баррель. Стоимость золота в среду утром незначительно колеблется в преддверии публикации итогов заседания Федеральной резервной системы США и составляет $1717 60 центов за тройскую унцию. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 12%, близки к $2350 за 1000 кубометров. Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения «Газпрома» о плане снижения с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу «Северному потоку». Они составят не более 20% от проектной мощности магистрали и не превысят 33 миллионов кубометров в сутки. Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти $1760 за 1000 кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года. Таджикистан в первом полугодии 2022 года экспортировал в Афганистан товаров и продукцию на сумму более $51,2 миллиона. Об этом сообщает таджикское статведомство. За этот период общий объем товарооборота между двумя странами составил 52,7 миллионов, в котором 97,2% приходится на поставку таджикских товаров в Афганистан. Это больше объема экспорта в Афганистан в первой половине 2021 года на 38%. Тогда еще при прежней афганской власти экспорт таджикской продукции в эту страну составил всего чуть более $37,2 миллионов, снизившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Основной продукцией, поставляемой Таджикистаном в Афганистан, остается электричество. Ее, по данным статагентства, за 6 месяцев республика экспортировала на сумму около $44,9 миллионов. По информации Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, около 92% экспорта электричества приходится на Афганистан. Также электроэнергия была поставлена и в Узбекистан. Средний размер заработной платы в Таджикистане по состоянию на 1 июня 2022 года составляет 1647 сомони 30 дирхам, сообщила журналист, министр труда и занятости населения Республики Таджикистан Ширина Монзода. По ее данным, этот показатель превышает показатель среднего размера зарплаты за аналогичный период прошлого года на 154,8 сомони или на 10,4%, а по сравнению с началом текущего года средний размер зарплаты повысился на 106,5 сомони. Европейский инвестиционный банк совместно с Европейской комиссией работает над определением возможностей и условий финансирования Рагунского проекта, сообщили об этом в центральном офисе данного банка. В письменном ответе Европейского инвестиционного банка говорится, что в настоящее время данная работа находится на ранних стадиях оценки проекта. Окончательное решение о деталях нашего участия будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий, включая гарантии проекта, закупки и другие критически важные для проекта элементы, сказано в ответе. Также в офисе ЕАБ отмечают возможность определения потенциального воздействия проекта за пределами Таджикистана на соседние страны. ЕИБ может поддерживать проекты как консультативной поддержкой, так и долгосрочным финансированием, а также сочетать гранты Европейского Союза с финансированием Европейского инвестиционного банка, подчеркивают в банке. В ответе ЕИБ важность Рагунского проекта отмечается тем, что он поможет отделить экономику Таджикистана
Афганистана от ископаемого топлива и создать экологически чистый, устойчивый и возобновляемый источник электроэнергии. Трафальгарскую железную дорогу по маршруту Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар планируется построить за 5 лет. Об этом 26 июля заявил заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Джуриев в ходе международной конференции «Афганистан. Безопасность и экономическое развитие». Отметим, что ранее ни одна из стран, вовлеченных в проект указанной железной дороги, Узбекистан, Пакистан и Афганистан, не называла определенного срока реализации проекта. На основе проведенных исследований маршрута, которые должны завершиться к началу сентября, будет разработано техническое и экономическое обоснование. Далее на основе ТЭО будет разработана документация для проведения тендера, по результатам которого выберут компанию для строительства железной дороги через Афганистан.